if we want to make disciples, Итак, если мы хотим с вами делать учеников, we need to make sure they understand the importance and the power of Scripture. They need to know очень this. важно нам удостовериться, что эти люди понимают значимость Писания и его силу. Their future is depending on this one thing. Потому что, как я вам уже сказал, все их духовное будущее, и не просто духовное, зависит именно от этого. Do they see the Scriptures in the right light? Видят ли люди Священное Писание в правильном свете? Or do they have some religious ideas? Или эти люди наполнены какими-то религиозными идеями? I said in the last lesson that the Bible itself claims that it is inspired by God. That means it has God's nature. It is true. It is the Писание truth. само по себе претендует о том, что оно богодухновенно. Другими словами, тем, что оно претендует на то, что было вдохновлено самим Богом, а посему имеет саму природу Бога и истина. And the Bible does not just claim to be truth, it gives us good reasons to accept this fact and to believe it. И интересно, что Писание не просто это утверждает о себе, но дает нам еще массу причин, почему мы можем верить в это. So we need to spend a lot of time with our disciple, teaching him and showing him the importance and the reliability of Holy Scriptures. Именно поэтому с нашим учеником нам следует проводить много времени и утверждать его в понимании того, что Писание совершенно достоверно. And we need to be И оно- persistent in this И оно достойно уважения, и чтобы на него мы полагались. Excuse me. until he has this only one acceptable attitude towards Scripture. This is God speaking to me, and I commit myself to it. До тех пор, пока мы не удостоверимся, что у этого человека есть простое понимание, что такое Библия. Это сам Бог говорит мне что-то через это, и я должен быть этому послушен. So, why is it reasonable to believe that God's word that we see in the Bible is true? Why? Почему нам следует доверять словам Писания, что это и есть непосредственное Божье Слово? In the Bible, God reveals his nature and he reveals his son Jesus and why he came and what he did at the cross, the whole plan of redemption. Писание описывает нам саму природу или сущность Бога, говорит нам о Божьем Сыне, о плане искупления, о кресте и о том, что Он для нас сделал. Писание показывает нам общую картину. The only reliable source we have to get information about Jesus, who he is and how he lived, is in the Bible. И исторически даже источник понимания того, каким был Иисус, какой он на самом деле был, что он делал. Мы находим источник этого именно в Писании. And we are called to believe in him, that means to follow him, to imitate him. И мы призваны верить в Него, мы призваны следовать за Ним и подражать Ему. So therefore it would be very interesting to see how was his attitude towards Holy Scripture. И, например, было бы любопытно посмотреть, каково же было отношение самого Иисуса к Священному Писанию. Because we are to imitate him even in this area. Потому что мы должны относиться к Писанию точно так же, как Иисус, и подражать Ему в этой сфере тоже. And in the New Testament or in the Gospels, we see Jesus quoting many times the Old Testament. Мы видим, как в своих учениях в Новом Завете Иисус постоянно, очень много раз цитировал Ветхий Завет. And he always spoke with the highest respect about the Scriptures. И мы видим, как Иисус всегда говорил с наивысшим почтением о Писании. And there can be no doubt that he absolutely believed that they were given by God, inspired by God. Не вызывает вообще никакого сомнения, что лично сам Иисус, потому как мы читаем это в Евангелиях, относился к священным писаниям Ветхого Завета как исключительно к самому Божьему Слову. So he would quote passages from the Old Testament like Moses or David. Например, он говорил какие-то отрывки из Пятикнижия Моисея или из того, что писал Давид. And he would say again and again things like, the Holy Spirit spoke through David. И очень часто мы наталкиваемся на такие выражения, когда Иисус говорит, и Дух Святой сказал через Давида, например. So he did not believe these were just some nice poems that David invented and created. И мы ясно видим, это одна из основных характеристик подлинного Иисуса.
You know, when Paul spoke about deception, he spoke about there will be false Jesuses. Вы же помните, как в Новом Завете, когда Павел говорил о различного рода заблуждениях, он говорил, что восстанут лжехристы, восстанут лживые Иисусы. In 2 Corinthians 11, I think it was verse 3, he warns that you can receive, after being a Christian, after receiving the Holy Spirit, you can receive another spirit. Во 2 Коринфянам 11, скорее всего, в 3 стихе, он предупреждает верующих, которые сначала обратились ко Христу, о том, что существует такая опасность принять иной дух. And how do Christians receive a different spirit after they receive the Holy И Spirit? скажите, как какой-то христианин может принять иной дух уже после того, как он принял Святого By Духа? accepting a false gospel Принимая лживое Евангелие and the teaching about a different Jesus. и учение об ином Иисусе. And when he says a different Jesus, then he means different from what he taught and what scriptures И когда teach он us. говорил «другой Иисус», «иной Иисус», он подразумевал другого Иисуса, отличного от того, которого он сам проповедовал. So when you have discussions or talks with other Christians or people who claim to be Christians, find out what Jesus do they believe in. И знаете, это очень интересно выяснить в разговорах с другими верующими, в какого конкретно Иисуса они верят. Horrible blasphemies will be taught if you don't stick with the Jesus of the Bible. Знаете, люди начинают, это сильный перевод, но подходящий, изрыгать всякого рода учения на уровне богохульства, когда они уклоняются от Иисуса, описанного в Писании. The Jesus of the Bible, the Jesus of the New Testament, is God who came down, became a man. Библейский Иисус – это Бог, который имел человеческую плоть и пришел к нам. And in all his teaching, he would reflect the ideas that were existing for eternity in heaven, the ideas of God himself. И будучи облаченным в человеческую плоть, он делился вечными принципами и идеями, которые от начала всего существовали, еще до начала времен, существовали в Царстве Небесном. Times and fashions are changing, but God is not changing. Времена и мода постоянно проходят и меняются, но Бог не меняется никогда. And what he thinks about marriage is the same as 2,000 years ago and is the same what he will think 2,000 years from now. И понятие Бога о том, что есть брак, никогда не менялись. Сегодня они точно такие же, как они были 2000 лет тому назад, и они останутся такими еще 2000 лет спустя. People change, their opinions change, but God does not change. Люди меняются, их мнение меняется, Бог неизменен. Why should he change his ideas if this is the most blessed lifestyle? И почему Бог должен изменить свои какие-то понятия, если это самый благословенный путь жизни? There's no need to change truth. Only lies need to be adjusted. Истина никогда не нуждается в том, чтобы ее меняли. Эта ложь должна уходить или приходить в соответствии с истиной. The truth is always the same. Истина всегда неизменна. We have the same moral standards, the same principles as the believers 2,000 years ago. И сегодня у нас те же самые стандарты, те же самые моральные принципы, которые были у первых верующих 2000 лет тому назад. Nothing has changed, Ничего не поменялось. and nothing will change. И ничего не поменяется. And people cannot outvote God and say, now this is the majority and this is... И, к счастью, люди не могут большинством голосов проголосовать за какие-то перемены и сказать, вот мы теперь так решили, что так нам будет лучше. God does not care about the opinions of theologians. Более того, Богу совершенно все равно, какие мнения имеют теологи. He cares about his own word. Бога волнует только его Heaven собственное and earth слово. will pass away. Потому His что земля word и небо will пройдут. remain forever. Слово его пребудет вовек. So the Jesus of the Bible has, among other marks, this mark, he believed the Holy Scriptures are inspired by the Holy Итак, мы Spirit. возвращаемся к этой мысли о том, что одна из основных характеристик библейского Иисуса, как есть еще много других характеристик, но в частности это уважение к Священному Писанию. And he said things like, Scriptures cannot be broken. Иисус говорил, Писание не может никак измениться, Писание не может остаться неисполненным. The word must be fulfilled. Слово должно быть исполнено. You see him doing decisions in his life and ministry in order to fulfill what was written before. И мы видим, как в своей жизни и в своем служении Иисус делает различного рода решения для того, чтобы соответствовать Писаниям, которые были написаны до Его прихода. So he not just believed in the theory the Bible is true, but he said, I give my life to prove that Scriptures are true. И Иисус не просто абстрактно верит в Писание, но Он говорит, я полагаю свою жизнь для того, чтобы Писание могло исполниться и было доказано истинным. And this is what we must do
also as believers. И как верующие нам стоит поступать точно так же. Let's make this decision with my life. I want to prove that the Word of God is true. Нам всем следует сделать такое внутреннее решение, что самой своей жизнью я хочу доказать подлинность Писания. So God says, do this, and you will be blessed. Например, Бог говорит, поступай вот так, и ты будешь So благословен. I commit myself. I will be obedient, and I will prove that this is a true И promise. посему я посвящаю себя на то, чтобы оказаться послушным и быть благословенным и увидеть, как исполняется то, что было обещано. One piece of scripture that all my 3 children know is Ephesians 6:2. Например, есть стих Писания, который знает наизусть все мои 3 детей. Ефесянам 6:2. You know what it says? Знаете, что там написано? Honor father and mother, Почитай отца и мать. so that it may be well with you, Чтобы, дословный перевод звучит так, чтобы с тобой было все хорошо. and you live long on earth. И чтобы ты мог прожить долгую жизнь. And because I love my children, I wanted to have a good life and a long life. This is why I taught the scripture to them. И потому что я люблю своих детей. Потому что я хочу, чтобы они преуспевали в этой жизни и прожили долгую жизнь. Именно по этой причине я обучил их этому месту Писания. And now they're in their mid and end 30s. Сейчас им всем перевалило, некоторым уже глубоко за 30. They all 3 believe in Jesus, are filled with the Spirit, Все мои 3 детей верят в Иисуса, они наполнены Духом. and they truly honor me. И они с большим уважением и почтением относятся ко мне. It's a great pleasure to see that. И это очень радостно наблюдать. So we want our переживать. disciple to give this commitment to God. I will prove with my life that Holy Scriptures are true and reliable. Мы хотим увидеть, как ученик, которому мы служим, полагает свою жизнь для того, чтобы своей жизнью доказать, что Писание достойно всякого уважения, что оно достойно доверия и что оно работает. If you see the life and the ministry of the apostles and the early Christians, you see the same attitude. Когда вы посмотрите на жизнь ранней церкви, учеников Христа того времени и апостолов, вы заметите у них абсолютно точно такое же отношение к Писанию. Of course, no wonder they learned from Jesus. И в этом нет ничего удивительного, потому что они научились у Иисуса. And they did the same. They quoted the Old Testament and said, Holy Spirit said. Мы видим, как они делают то же самое. Они берут цитату Ветхого Завета и говорят, Дух Святой сказал, God spoke through David. Бог сказал через слугу своего Давида. You find this many times. И I это мы won't give you the находим scriptures now. во многих отрывках, которые сейчас все упоминать нет смысла. There are many, many interesting things about the Bible that would refer to certain events or situations. And later it was proven this is the truth. This is what really happened. Есть очень много разных удивительных событий, которые в конечном счете исполнились и которые доказывают, что Писание истина. Этого на самом деле очень много. One of the most famous examples of these God-denying theologians is the fact that the Bible speaks about a culture and a nation called the Hittites. In the Old Testament, there's a people and a culture, Hittites. Например, если мы будем говорить о конкретных каких-то вещах, допустим, в Писании упомянут народ и культура, я не знаю, хеты, по-русски, думаю, And звучит because- это так. And because in history there was not one proof that this culture ever existed, this nation existed. И потому что в истории человечества не было ни единого упоминания о существовании такого народа и такой культуры под названием хеты. That was their most biggest and most famous argument to say, the Bible is just a book of fairy tales. Например, различного рода ученые, да, там, эволюционисты, кто хотите. В общем, противники Библии, они говорили, это был один из самых главных их аргументов. Посмотрите, например, Библия претендует на то, что существовали хеты, но мы не находим ни одного исторического доказательства подобного рода выдумок. And this whole theological world was shaken when finally, just a short time ago, they found historical proof that this culture of the Hittites really existed. И вы знаете, что это буквально недавние открытия, которые потрясли весь научный мир, потому что наконец-таки было доказано, что эта народность и эта культура существовала в And now реальности. their greatest argument that the Bible is a fraud is now just the opposite. It's another major proof that the Bible is real. И теперь, скажем так, один из их основных научных исторических аргументов, на котором они базировали теорию, что Библия не может быть исторически достоверной книгой и просто это все выдумки, теперь этот же самый аргумент совершенно измененный используется как одно из основных доказательств. The Bible is God's book. Но Библия — это Божья книга.
and that it deserves a special way of treatment И она достойна особенного к себе other than отношения, anything else. которое будет отличаться от всего остального. If we look at the Bible, what it says about the ability of the Word of God, it's just amazing. Если вы рассмотрите само Писание и почитаете, ну и посмотрите на то, что она говорит о своих собственных способностях, And we will look at a few of those attributes of the Word. о силе самого слова, и мы посмотрим на несколько характеристик. But first, let's go to 1 Thessalonians 2:13. Но давайте сначала с вами откроем 1 Фессалоникийцам, And here it says, the Word of God will only work in you if you take it as the Word of God and not just opinion of где people. сообщается, что Слово Божье начинает работать в нашей жизни только когда мы относимся к нему как к Слову Божьему, а не к некоему мнению людей. Excuse me, what's the scripture? 1 Thessalonians 2:13. 1 Фессалоникийцам 2:13. Yes, please read it. Читаю вам. «Мы всегда благодарим Бога и за то, что когда вы приняли Слово Божие, услышанное от нас, вы приняли его не как человеческую выдумку, а таким, каково оно есть, как Слово Божье, мощно действующее в вас, верующих». Two things are important in this verse. В этом отрывке Писания есть два очень важных слова. At the end it says, the Word works in you, in a believer, effectively. Говорится, это слово мощно действует в вас, верующих. God is doing His work in a believer through His Word. Во-первых, Бог производит свою работу в верующих своим словом. And the condition is to take it as the Word of God and to accept it and to honor it and to obey it. При основном условии, чтобы человек верующий воспринимал его и относился к нему как к Слову Божьему и был ему послушен. In the beginning, God created the universe, the stars, the galaxies by the power of His Word. В начале всего Бог сотворил небо и землю силой своего слова. So to give us a proof that His Word is really powerful И and для, can do something. и для того, чтобы доказать нам, что Его Слово по-настоящему мощно, и оно способно производить свое действие. And this Word is able to do its work in us. И это ключевое слово, оно способно производить в вас действие. It has the power to change our thoughts, Слово Божье имеет способность менять наши мысли. cleanse our fantasies, Слово Божье способно очищать And от govern- грязи наше воображение. and governs our feelings. И это слово способно управлять нашими чувствами. This is what the Word of God will do to you. Это то, что Слово Божье способно It changes сделать the в way you вас. think. Оно меняет мышление. It will change your fantasy. Оно способно изменить воображение. It will bring you in agreement with И God. способно принести согласие с Богом в наше сердце. And it helps that the will of God will be done in your life. И способствует тому, чтобы воля Божья исполнилась в нашей жизни. We had this thought already when we mentioned John 8:31-32, that by the knowledge of the truth we will be set free. Мы уже использовали место Писания 8 Иоанна 31-32, но это похожая мысль о том, что само Слово Божье действует и производит в нас свободу. There's the power to set free and to heal in the Word. Способность исцелять и освобождать содержится в самом Слове. And the only thing we want in the life of this believer, that he opens himself up so that this Word can work in him. That's all. И по сути мы ничего не хотим сделать с нашим учеником, кроме как помочь ему открыть свое сердце и свою жизнь для Слова Божия, которое само способно действовать и производить в нем необходимое действие. Any change of lifestyle, any change of character, any deliverance, everything, every blessing will come by the Word. Потому что любые перемены, любые исцеления, освобождения, любые какие-то такие вещи, преобразование характера, преобразование образа жизни, все это происходит в жизни ученика через But Слово. this powerful Word can only work when we accept it as what it is, God's Word. Но оно начинает работать в жизни человека, когда человек принимает это как Божье Слово и никак иначе. Therefore, I say the attitude towards the Word of God determines your spiritual future. Именно поэтому я сказал, что наше отношение к Божьему Слову определяет наше будущее.
And the key to this whole process, or to start this process, is to understand what the word will do and how it will do it. И ключевым моментом является понимание, что такое Слово Божье, что оно будет делать и как оно будет это делать. I said already, if coming to church and listening to sermons would be all that is necessary, then why we have bound Christians? Если бы мы, как я вам уже говорил, могли увидеть прорыв и изменения в жизни людей только благодаря тому, что они по воскресеньям приходят и слушают проповеди, то тогда почему у нас столько связанных всякого рода рабством верующих? Who are forced by some other power to do things that they do not want in their life. Когда мы видим людей, которые под действием какой-то иной силы, которую они даже и не хотят в своей жизни, заставляет их делать какие-то вещи, которые они не хотят делать. Like pornography, drugs, Порнография, Lying, наркотики, stealing, брехня, ложь adultery. всякого рода, блуд, воровство. we are not stupid. We don't think a pastor that commits adultery has never read "Do not commit adultery." Мы He же knows с it's вами in the Bible. не глупые люди, мы понимаем, что пастор, который упал, например, в блуд, в какое-то, в прелюбодеяние, он, разумеется, это человек, который читал, не прелюбодействуя, много раз в своей жизни. And he knows what kind of tragedy will happen in a believer's life when he's ignoring these Более words того, and скорее warnings. всего, этот падающий пастор понимает, какую трагедию подобного рода грех производит в жизни верующего. Он понимает это все. And still there are pastors and other leaders and other Christians who do these kind of И things. при этом мы видим пасторов, различных служителей, которые впадают в подобного рода вещи. How comes? И ты What is the answer for this? удивляешься, говоришь, а как это может быть? И каков ответ на это Have все? they never read those verses? Что, они в жизни Писания не читали, что ли? Yes, Конечно. of course. Конечно, читали. But the Bible verses do not keep you from sinning. Но библейские стихи просто, черное по белому, это не то, что способно удержать нас от греха. You can even preach about those things Об этих вещах можно даже проповедовать. and fall into these traps. И все равно попадать в эти ловушки. Nowhere it said that the power of the word remains in the book and it will keep you. Nowhere in the Bible it Нигде said в that. Писании не написано, что сила слов, остающихся на бумаге, которые ты читаешь или провозглашаешь, способна сохранить тебя от греха. I have hidden your word in my heart Я сокрыл Слово Твое в сердце своем, so that I might not sin against you. чтобы мне не согрешить против Тебя. The power of the word to keep you from sinning is the word in your heart. Сила слова, которое способно сохранить нас от падения, она заключается внутри человеческого слова, когда ее туда помещают, эту Not the силу. word in the Bible on the shelf. Это не слово в написанной Библии, которое стоит на полке. So what we want to teach the disciple, И чему мы хотим научить ученика? this mystery, Этой тайне великой. how the words from the Bible become a living, powerful reality in his heart. Как перенести это слово, которое черным по белому, в свое сердце, чтобы оно жило там? Как? This is the centerpiece of discipleship. И это центральная вещь ученичества, If he центральная doesn't get тема. that, Если человек этим не or овладевает, if he rejects that, или человек это отвергает, he will not be a successful believer. он не He will сможет not. быть успешным верующим. No matter how often he comes to Неважно, the как service, часто он ходит на служение, or is willing to help and to work or give неважно, money, насколько он хочет всем помогать вокруг и сколько денег он готов дать. all these things are good, but they Всё will not это help him добрые from вещи. experiencing shipwreck in his faith. Но это все равно не поможет ему не пережить кораблекрушение в вере. Вся его помощь и все его деньги. So therefore Jesus gave a powerful message on the word and the heart. Именно поэтому Иисус и сказал эти мощные слова, которые связывают Слово Божье с человеческим сердцем. You find this in Mark 4, Мы in Luke находим 8, это в Марка в 4 главе, в Луке 8 and главе, Matthew 13. в 13 главе In all Евангелия those от three Матфея. Gospels, the same message. Мы находим во всех этих 3 Евангелиях одно и то же важное послание. And he would explain in his teaching that in order to bear fruit, we need to overcome hindrances. В этой притче он объясняет нам, что для того, чтобы семя принесло плоды, очень важно победить препятствия определенные. And the whole message is God gives us understanding and God gives us the grace to do it, but we have to do it. И смысл этого еще в том, что Бог дает нам саму силу, Бог дает нам свою благодать, но сделать все это придется все равно нам.
So that totally destroys this attitude, well, if God wants to bless me, then surely one day he will do И it. это совершенно уничтожает в нас даже остатки всякого понимания, что мы можем сидеть и говорить, но если Господь захочет, когда-нибудь Он меня благословит. No matter what I do, if he wants to bless me, he will bless me. Неважно, что я буду делать, если Господь захочет меня благословить. And if he doesn't want to bless me, no matter how I try, I will not receive any А если blessing. Он не хочет меня почему-то благословлять, сколько бы я ни старался, все равно ничего не получится. Jesus totally is destroying Иисус this religious attitude, which is false humility. совершенно разбивает это неправильное отношение к жизни, которое называется лжесмирением. And he places a great responsibility И возлагает on each one of us. огромную ответственность на самого человека, каждого. And if we want to have successful disciples, they need to take responsibility for their life. Друзья, и если мы хотим увидеть растущих и преуспевающих учеников, это должны быть люди, которые, во-первых, берут ответственность за свою собственную жизнь. Which means for the way they think, Что само по себе подразумевает за свое мышление, за то, о чем они the думают, way they feel, когда люди берут ответственность за свои чувства and the какие-то kind of things they desire. и берут ответственность за все то, что им в жизни You know, хочется. the idea of men in the Bible is not, well, if you have a wrong desire or bad for you, but what can you do? Знаете, это не библейский подход, типа, ну вот есть у тебя какое-то гадское желание в сердце, но это, конечно, нехорошо, бедный ты, ну что кто может поделать, вот есть это гадское желание, и все тут. No, it's your will. Друзья, это наша воля. And you are responsible to bring your will out of union with the devil into union with God. И It's your это job. наша личная ответственность и наша работа вывести нашу волю из согласия с дьяволом и привести ее в согласие с Богом. People who don't know the Bible, they say, well, if I have this desire, what can I do? Maybe God has given this desire to me. Люди, которые не понимают Писания, они говорят, ну я не знаю, что я могу поделать вот с этим желанием, которое живет в моем сердце. Может, сам Бог мне его вложил. No, we are responsible for our feelings, for our Нет, desires, мы for our несем goals. ответственность за наши чувства, за наши желания, за наши жизненные цели. And the great message of the Bible is we can take thoughts captive and cast them down and kill them. И величайшая тоже мысль, провозглашенная в Писании, что мы имеем способность пленять наши мысли в послушание Христу. Мы можем их не спровергать, мы можем их разрушать. So we are not helpless victims. Именно поэтому мы не какие-то беспомощные жертвы. If there's a wrong thought, pull it down, destroy it. Если в твоей голове возникают неправильные мысли, возьми и не спровергни их, возьми и убей их. Do not go around and complain, oh, I have these strange thoughts, I don't know where they come from, I don't know what to do with them. Не Yes, надо you know. ходить, о, у меня странные мысли в голове, я не знаю, что мне с ними делать, куда мне от них деться. You can bring every thought in captivity unto Christ. Всякую мысль мы способны пленять в послушание Христу. And since we believe in a good God, it's impossible to think, well, he gives this commandment, but it's impossible to do it. И потому что мы служим благому Богу, совершенно невообразимо нам себе представлять, что Бог дает нам заповеди и не дает способности их исполнять. If God commands something, that means he gives the grace to do it. Если Hallelujah. Бог дает нам заповедь, Он обязательно дает нам благодать, чтобы мы могли эту заповедь исполнить. So therefore I say, Hallelujah. every commandment is a promise. Именно поэтому я и говорю вам, всякая заповедь – это автоматически и обещание. Sometimes when you have counseling situation, people say, I cannot forgive this person. Знаете, я служу людям, например, в каких-то вещах, и ты сталкиваешься с человеком, он говорит, вот я не могу простить вот этого кого-то там. What do we say? И что мы скажем такому Oh, человеку? this is really sad. «О, You как cannot. жалко, как жалко. Well, Нет, then не what can можешь. we do? О, что нам теперь делать? Oh, we feel sorry for you. О, нам тебя жалко. This is stupid. It doesn't help them. Это глупо. Наша вот эта жалость им не поможет. We need to tell them, yes, you have this inner feeling, this conviction that you can never forgive. Да, мы можем сказать, у тебя есть это сильное чувство, это внутренняя убежденность, что ты не сможешь простить. But this conviction is a lie Но- from hell. Эта убежденность внутренняя твоя, это ложь из ада. You are a child of God. Ты дитя You Божье. have received the Holy Spirit. Ты For принял what? Духа Святого. Для чего? To have strength to do the will of God. Чтобы иметь силу и власть в своей жизни, исполнять волю Божью. So if God clearly says, you must forgive, И когда Бог нам всем ясно говорит,
ты должен простить. It means you can forgive. Это значит, что ты можешь простить. So step number one, stop talking, I cannot forgive. Поэтому шаг Stop номер it. 1. Перестань вести эти разговоры. Я не могу простить. Перестань. And say, I believe in the God of Bible who commands me to forgive И скажи, everyone. я верю в библейского Бога, который мне заповедовал, чтобы я простил любого человека в своей жизни. Хоть кого. Many people draw the conclusion from what they want by looking to their feelings. Знаете, есть еще куча людей, которые решают для себя, что они хотят, глядя на свои чувства, которые у них бушуют. And they totally ignore the fact that they can exercise their will in spite of certain feelings that say, no, I don't want. И как будто бы они не отдают себе отчет, что они при этом все равно могут использовать свою свободную волю и выбирать вещи независимо от своих желаний. So by these examples, you see that this whole commitment to the Word of God is a very practical thing. This is not a theory. И то, о чем мы с вами сейчас говорим, я надеюсь, вы понимаете, это не просто какие-то теории, это совершенно практические вещи. The Word is powerful. The Word wants to produce fruit. Слово Божье действенно и мощно. Оно хочет производить плод. Which is the fruit of the Spirit. Это слово хочет производить плоды Духа. And many times I challenge people and say, think about it. How would your life be if you have the fullness of love, joy, and peace, and gentleness, and long suffering, and all the rest of И it? я часто людям говорю, вот сейчас просто возьми и на минутку представь, какой была бы твоя жизнь, если бы у тебя была полнота радости, мира, терпения, самоконтроля и прочих разных других плодов Святого Духа. How many problems you would have with other people? Тогда сколько бы у тебя было проблем с окружающими людьми? Any suggestion? Как вы думаете, сколько? Zero. Да не было бы никаких They may тогда have проблем. problems with you. У этих людей, может быть, были бы проблемы с But тобой. you don't allow them to provoke you to anger or to any other negative response. Но ты бы не You дал stay in им peace, тогда in happiness, власти in joy. в своей жизни, например, провоцировать в тебе гнев и раздражение, ты бы оставался мирным, радостным и счастливым. And Paul is not talking about the fruit of the Spirit as something, as a theory, but of course he knows, and we should know, you can never experience this. И Павел никогда не говорил о плодах Святого Духа как о какой-то недосягаемой теории. Ну, конечно, нам всем понятно, что это все должно быть, но как туда дойти, это же просто нереально. If the fruit of the Spirit, which is the nature, the character of Christ, is not growing in the life of someone that you help to be a disciple, if that is not growing, Более того, скажу вам так, если вы помогаете какому-то человеку, и вы помогаете ему в его становлении в ученичестве, и вы видите, что плоды Святого Духа в этом человеке никак не умножаются и не растут, if after 1 year of effort he's still on the same level, you should know something is wrong. и, например, если через год человек остается все в том же прежнем состоянии, и эти плоды не умножаются, вы можете иметь стопроцентную уверенность, что что-то идет не так. If the Word of God is working in him, we will see changes. Потому что если Слово Божие уже работает в человеке, оно обязательно произведет перемены. That's reality. Такова реальность. If I come here next year and I'm still the same like today, you know I didn't do my homework. И если я приеду сюда в следующем году и останусь прежним человеком, у которого не выросли плоды Святого Духа в той или иной сфере, это значит, я просто не сделал домашнее задание. Я не трудился целый год. So that's why it's so important to make sure that there's the right foundation. Именно поэтому нам так важно And удостовериться, the Word of God has all liberty to do its work in this disciple Чтобы that we are training and helping. у каждого человека было правильное основание, и чтобы у Слова Божьего и Духа Божьего была свобода действовать внутри нашего ученика и совершать там свое So he действие. needs proper teaching. Итак, человек нуждается в правильном What is the Word обучении, doing что Слово делает and how is the Word working? и как Слово работает. And how should he cooperate with the Word of God? И как человек должен со своей стороны сотрудничать со Словом Божьим. Again, this is the centerpiece of Еще discipleship. раз хочу сказать, это центральная тема ученичества. If he doesn't understand this, Если человек это не способен воспринять if he doesn't put it into practice, и не начнет это практиковать, there will be no changes. There will перемен be no. не будет. And that's our desire to Но это наше же желание с вами.
give him the chance to grow and to be changed. Дать человеку возможность возрастать и меняться. Less anger, more patience, Когда меньше злости, больше терпения. less complaining and less frustration and more joy and peace. Меньше огорчения, меньше разочарования, больше радости и мира. More grace to forgive Больше благодати прощать. and willingness to serve. This is what we Готовности want to see. служить. Это то, что мы хотим видеть в людях. So do you understand? This is very different than seeing someone on Sunday morning, oh, God bless you, and I don't know what he's doing all week long, and I see him for years and nothing is changing. Вы же понимаете, насколько вот такой подход отличается от того, что мы просто встречаем каких-то людей по воскресеньям, говорим им: ой, привет, как у тебя дела? Но мы понятия не имеем, чем этот человек занимается в течение недели, и из года в год такие люди ходят в церковь, и в их жизни нет вообще никаких перемен. This foundation will produce a very different kind of church. Но такого рода основание способно произвести совершенно другую церковь, Where we care for each other, where we provoke each other Где for мы- works of love, по-настоящему заботимся друг о друге и вдохновляем друг друга на дела любви, where we are responsible, we take responsibility, we accept responsibility for each other, когда мы способны брать ответственность не только за себя, но за наших братьев и сестер. and where we have leaders that are overseers of our soul. И когда у нас есть служители, которые являются настоящими блюстителями наших душ. That is very different than seeing the pastor on Sunday morning from far away at the pulpit, having no contact. and Согласитесь, nothing. это совершенно другой подход, чем ты увидел там пастора с балкончика, ему ручкой отдаленно помахал, и все хорошо. Oh, God bless you, pastor. It was a great message. Или: о, конечно, пастор, сегодня так ты That's хорошо all. проповедовал, и все. If you look at the letters that the apostles wrote, you find a very different church. Но если вы посмотрите на послания апостолов Нового Завета, церковь там совсем другая. They would care how people would work, with what kind of Их attitude. заботило, как люди работают, с каким отношением они занимаются своим ежедневным там светским трудом. They would teach the slaves what you do on Monday and Tuesday and Wednesday. It's for the glory of God. Они обучали, And например, it's important. людей, которые были рабами в те годы, о том, что то, что они делают в понедельник, вторник и среду, чтобы они делали это как для славы Христовой, и что это их, не знаю, жизнь вот эта рабская посреди недели имеет гигантское значение. With today's mentality, they would say, but why? I don't get any money for it. Why should I do it? Знаете, в наши дни люди как рассуждают? А где деньги? Денег нет? Почему я это должен делать? And the elderly women were supposed to teach the young wives how to love husband. Например, взрослые, можно сказать, пожилые сестры должны были иметь способность обучать молодых женщин, как любить своих мужей и любить своих детей как следует. Because the elderly women learned some secrets and they need to pass it on to the Потому younger что generations. взрослые женщины научились каким-то важным секретам этого, и их задача была передать это следующим поколениям. It was very practical, very down to earth. У них была очень практичная, можно сказать, в некотором смысле приземленная духовная There was жизнь. not this separation between religious meetings, which we call church, and then everyday's life. И There у was них not such a thing. не было вот этого разделения: вау, воскресная, духовная жизнь, а все остальное это моя уже настоящая жизнь. If they had internet in those days, I'm sure the apostles would teach how to use internet wisely. Например, я уверен, что если бы существовал интернет во времена апостолов, они бы обучали свои собрания, как пользоваться интернетом мудро. And how to discern what kind of movies are good and which are bad. И как различать какие-нибудь нормальные фильмы от не очень. They would teach these things Они бы обучали практическим аспектам. because they were fully aware that there are things from outside that greatly influence us. Потому что они понимали всегда, что снаружи есть масса разных вещей, которые влияют на нашу жизнь. And we choose which influence we allow to come into our lives and which not. И мы сами выбираем, какому влиянию мы открываем двери нашей жизни, а какому нет. We will teach the disciple about all the blessings that come from the right attitude and the right treatment of the Word of God. Очень важно нам наставлять ученика о том, какие благословения втекут в его жизнь, если он будет правильно относиться к Божьему Слову. How to use the Word of God as your spiritual food to feed your Как spirit. нам пользоваться Божьим Словом в качестве духовной пищи, которая способна напитать нашу душу. How to use the Word as the sword of the Spirit to resist the enemy, Как and мы to можем put him to flight. использовать Слово Божье в качестве духовного меча и прогонять с помощью этого духовного оружия врага.
and how to cultivate hope and faith in our heart by the Word of God. И как мы можем культивировать веру и надежду в своем сердце посредством Божьего Слова? How to use the Word when we are sad and disappointed and frustrated. Как мы можем воспользоваться Словом, когда мы огорчены, расстроены и в депрессии? He needs to learn these things. Ученику очень And we важно need to научиться explain этому them всему. in detail. И очень важно нам иметь способность объяснить ему это в подробностях. It doesn't help a new believer just to tell him, well, go into the Word. Знаете, это не помогает, когда мы на человека смотрим, особенно на начинающего вере, и говорим, а теперь обратись к Слову. Or just stand on the Word. Или, а теперь стой на Слове. He will come next Sunday and says, I tried it didn't work. В следующее воскресенье он придет и скажет, я пробовал, не работает. So what were you doing? Yeah, I put the Bible Что on ты the ground делал? and I stood on the and Я waited. взял Nothing happened. большую толстую Библию, положил на пол, встал на нее, стоял, не помогло. We must be very careful not just to give religious cliches, Знаете, нам but очень explain важно in detail. не раздавать людям какие-то религиозные клише, но объяснять, особенно начинающим людям, такие вещи понятно. So, for example, if the Word, as we said, is the truth, the reality, Если мы, как уже с вами говорили, Слово Божие является реальностью или истиной, that means any impressions, any feelings, any thoughts that contradict the Word, это означает, что всякого рода чувства, мысли и желания, которые противоречат Божьему Слову, He will not allow to remain within him. должен научиться ученик не оставлять это все и не позволять этому жить внутри, если все эти вещи противоречат Писанию. He will bring his mind, his thought life, in agreement with God. Когда человек учится свое мышление и все свои мысли направлять в соответствии и в согласии со Словом Божьим. The reason why people get stuck in their spiritual growth is because the way they think about God, about life, about the devil, about themselves is not what God thinks. Почему люди, например, встревают в своем духовном хождении и уже никуда не двигаются и не растут? Причина очень проста. Их мысли о Боге, их понимание себя, дьявола, окружающих людей и жизни просто не соответствует Писанию. Оно установлено на какой-то лжи тогда. So they have to be filled with the Word. И человеку важно наполняться Словом. Not just by reading, not just by Не listening, просто его почитывая или слушая, but by abiding in the Word. но пребывая в Слове. John 8, Это у нас 31, 32. If you Иоанна abide in 5, my 8, word, 31, 32. Иисус говорит, если вы пребудете в моем Слове, so I not just hear it and then forget it, не просто послушаете, а потом позабудете. but I stick to it. Но когда I я hold on to it. за него ухватился, и я держусь за это Слово. If we do not hold on to the Word, Если, кстати, за Слово мы не будем the держаться, devil will come and just steals it. дьявол придет и просто украдет у нас And это no Слово. fruit can ever come. И тогда, когда Слово, Because семя было we heard похищено, it and we allowed it to be stolen. оно не может уже производить плод, потому что мы позволили этому. Мы услышали, и оно было украдено. We resist the one that wants to steal the word. Нам очень важно держаться за Слово и противостоять тому, кто хочет это Слово у нас украсть. And we believe that we have authority to resist the devil. И мы верим, что у нас есть власть противостать дьяволу. Some people are so bound by their natural view of life that for them a devil and demon is not real. Вы знаете, что есть, например, люди, которые настолько связаны своим пониманием окружающего мира, что, допустим, для них ни демоны, ни дьявол вообще не являются никакой реальностью. Им это кажется выдумками, сказками. For them, this is almost like mythology. This Да. is in the old days they believed this. Из области древней мифологии, когда вот те древние люди, всего боящиеся, это просто выдумали. Maybe in Africa there are still some demons left. Ну или, может быть, в Африке еще водятся демоны. Well, where did they all go? Да, а куда они все подевались, интересно? The demons are everywhere. Демоны есть And they повсеместно. hate Christians. И They они want to bring ненавидят destruction. христиан. И они хотят разбивать жизни They христиан. want to kill, to steal. Они хотят украсть и убить. And the only thing to stop this is being filled with the word. И единственное, как мы можем противостоять этому, это наполняться And Словом, coming in agreement with God. соглашаясь с Богом, Submit unto God and then resist the devil. покоряясь Богу и противостоять дьяволу. Resisting the devil is not shouting at the devil. И причем противостоять дьяволу, это не значит истерично кричать на It него. starts with submitting unto the will of God.
Противостояние дьяволу начинается, когда мы покоряемся And only Богу. then we get authority to resist the devil. И именно тогда мы получаем эту власть для того, чтобы демонам и дьяволу So противостоять. it's not a theory, it's life. Поэтому это не какие-то теории, это жизнь реальная. How we think, how we Как мы мыслим, behave, как мы ведем себя, what kind of decisions we make. какие решения мы в нашей жизни принимаем. And without the word, И без we Божьего will Слова be blind about the stupid things that we do and think and dream мы and desire. будем находиться в неведении, мы будем слепыми касательно всякой ерунды, которой мы мыслим, которую мы ощущаем и которую мы выбираем. So we need to fill ourselves, as Итак, нам Paul нужно, says, как Павел говорит, наполняться Словом. Colossians 3:16. Колоссянам 3,16. Let the word dwell in you richly. Пусть Слово Божие вселяется в вас обильно. It wants to come and to dwell with us. Слово Божие хочет вселиться внутрь нас. Many believers allow the word to come for a visit on Sunday morning. У многих верующих Слово не поселяется, а просто заходит в гости в воскресенье. And all of us who have some difficult relatives, we know the difference between a short visit and someone who comes and wants to dwell with us. И те из нас, у которых есть довольно-таки неприятные родственники, мы понимаем разницу между тем, что заскочил в гости или поселился у тебя. There is a Разница difference большая. between if someone moves into your house and he says, "Now I will live with you." Вы понимаете же, да, каково это, когда кто-то поселяется Everything в will be different. вашем доме или в квартире и говорит, буду жить с тобой. Тогда все меняется вокруг, вся наша жизнь Probably меняется. some furniture will be rearranged. Если кто-то заезжает к нам, мы вынуждены переставить мебель. And the whole way you live will be different. И часто это подразумевает радикальные перемены в образе жизни. Jesus is the Word. Иисус — это Слово. Jesus is Lord. Иисус — Господь. Jesus doesn't come to visit us. He is Иисус не Lord. приходит навестить нас. Он Господин. And we live with Him И and мы under His dominion. живем с Ним. Мы живем под Его господством. But He is God Он Бог. and He wants to rule. И Он хочет править. Therefore, Hebrews 4:13 says the Word is a judge. Именно поэтому в Евреях 4, 12, 13 говорится, что Слово Божье — это судья еще. It's a judge of thoughts and intentions of the heart. Слово Божье способно судить наши помышления и намерения сердечные. But only when we fill ourselves with the Word, Но это происходит только когда мы наполняем себя Словом. then our eyes will be open. И тогда наши глаза открываются. And we begin to notice, to realize what we think. И мы вдруг начинаем в свете Божьего Слова видеть, какие мысли вообще живут в нашей And голове. the Word will judge those И thoughts. это Слово тогда судит наши помышления. And it will say, acceptable, not acceptable. И именно Слово тогда говорит, вот эти мысли твои приемлемы, вот эти нет. This thought I like, this thought, please cast it out. Эта мысль мне нравится, а вот эту будем не I спровергать. do not accept this thought. Слово Божье в нашей голове говорит, эту мысль я не принимаю. It's not in agreement with my personality and Эта my мысль principles. и твое Out. слово не соответствует ни моей сущности, ни моим принципам. Пошел вон. And you have to take this wrong thought out. И он говорит, эту мысль надо прогонять, и прогонять будешь ты сам. Like in the Old Testament, God comes and says, this is an idol, cast him down. Знаете, это как в Ветхом Завете. Бог приходил и говорит, вот это что за мерзкий идол? Не спровергайте его. This is how the angel came to Gideon. Cast down the idol of your father. Kill it. Да, это как ангел пришел к Гедеону, он говорит, давай, Smash it. разбей идолов своего отца, давай, пусть. Why didn't the angel just do it when he was there already? Знаю, а что, ангел пришел, ему было сложно, что ли, физически взять и разбить там всех идолов. By his own behavior, he must give a proof, I don't want this Но anymore. каждый человек должен своими собственными действиями доказать, что он сам уже этого не хочет. God is not coming and casting out our idols. Бог не He's not придет, doing и that. Он сам идолов наших не спровергать не будет He и just разбивать. points out, this is not acceptable to Он me. показывает нам Get и rid говорит, of it. вот это для меня неприемлемо, избавься от этого. And then you agree with the judge. И потом мы соглашаемся с этим судьей, который судит помышления и намерения. Stand on the side of the truth, И мы and you встаем look at this thing, and you judge it as what God would say На about сторону this. истины, и мы судим это так, как судит само Слово. But only when we are filled with the Word, we will realize what strange and stupid things take place in our brain. Но, друзья, только когда человек наполняется Словом,
Только в свете этого слова человек и может увидеть и осознать, какой бред живет у него в голове. and in our emotions and our desires. Какой бред живет часто в наших желаниях, в наших эмоциях. When we are committed to live the truth, Когда мы внутри своего сердца посвящаем себя, чтобы жить в соответствии с истиной, we separate ourselves from those things that are not godly то тогда мы можем отделить себя от всего небожьего by a decision of our will. решением своей воли. This is called lifestyle of repentance. И это называется образ жизни покаяния. And В our реальности. disciple needs to learn that. Да, покаяние. Так человек учится приводить Because в порядок this is все how разные we will вещи. live the coming decades until Jesus comes back or he dies. И нам очень важно, чтобы каждый человек этому научился и жил так десятки и десятки лет благополучно, пока не умрет или пока Иисус не придет. This is already what we saw when we looked at John 17:17. Sanctify them by your word. Мы уже рассматривали это просто с другого угла. Иоанна 17:17. «Освети их истиной Твоей». Your word is truth. Слово Твое – истина. Our ability to realize what is right and what is wrong, what is God pleasing and what is not pleasing unto God, it grows. Наша способность различать то, что приятно Богу, что неприятно, что правильно, что неправильно, эта способность способна возрастать. In the beginning, it's just those major outward things that everyone can see. Вначале речь идет о каких-то очень явных вещах, типа сигарет, да, которые все могут почувствовать. Smoking and any other addiction, За курением drugs, и любого рода pornography пристрастием, будь то порнография, or будь то whatever наркотики, любое пристрастие, is rebellion. за этим всегда кроется бунт. I don't want God to rule my life. Я не I don't хочу, want the judge чтобы to Бог judge my behavior, правил my в моей feelings. жизни, и я не хочу, чтобы в моей жизни был судья, который будет судить мои мысли, мои намерения сердечные и мои чувства. And only when someone commits himself really to be filled with the word, И только когда человек решает для себя наполняться Словом, then the Holy Spirit has a chance to show him what is going on. тогда только у Духа Святого есть шанс показать человеку, что в действительности he can происходит внутри него, и чтобы он мог покаяться. The entrance of your word gives light. Потому что вхождение Твоего Слова приносит свет. A verse in the Psalms, in the big one, 119. Это стихи из 118-го псалма. The entrance of your word gives light. Вхождение Твоего Слова And that's приносит the свет. problem. В этом-то и состоит проблема многих людей. They are not aware what is going on in their head, in their fantasies, in their desires. They don't know anything about themselves. They just live Многие in люди darkness. живут во тьме, или, еще проще сказать, они понятия не имеют и не отдают себе отчет о том, что происходит у них в голове, в их мыслях, в их сердце, в их эмоциях, в их желаниях, в их фантазиях. Они просто не отдают себе отчет. And many times they live in darkness because they have chosen to live in darkness. И многие люди живут в темноте просто потому, что они некогда выбрали это. Jesus says he's the light. He's coming to the world. Иисус — But это people свет. run away from the light. They don't come to the light. И он сам о себе говорил: я пришел свет этому миру. Но люди, они стали убегать от этого света, So that- потому что они свет этот не хотят, So that their works may not be revealed. чтобы дела их нечестивые не обнаружились. So commitment to the truth means, in a very practical way, I allow the word of God to be my judge. When the word says no, then I say no. И, скажем так, пребывание в Слове имеет непосредственное, конкретное отношение к практической жизни, когда я позволяю Слову Божьему судить все, что происходит внутри меня. So by this commitment to the truth, И когда Божье Слово говорит мне «нет», я выбираю «нет». we will live a lifestyle of repentance. И через наше вот такое посвящение истине мы способны жить образом жизни покаяния. Once we conquered a certain area, got delivered from a bondage or a habit, Как только мы одерживаем победу в какой-то сфере, где, например, у нас было рабство, God will start a new chapter in Бог our life начнет новую главу в нашей жизни. and will make us aware of things that we haven't seen before. They were there all the time, but we haven't seen them. И Он даст нам видеть какие-то вещи, которые всегда там были, но мы просто никогда не знали, что они там есть. But then the time comes and God gives his light to certain things Но приходит правильное время, Бог проливает свой свет на какие-то вещи в нашем сердце. and he waits for our response. И Он ждет нашего отклика. And when we agree with him, we will learn. И когда мы соглашаемся с Ним, And мы get rid of учимся в something жизни else. и избавляемся от чего-то This еще. is how we grow. И именно так люди This растут. is what it means
sanctify them by the truth. Именно это и означает «освети их истиной Твоей». So do you see that this is very different than coming on Sunday morning, listening a sermon and patting the pastor on the shoulder? Great word, pastor. Keep on. Друзья, вы же понимаете, как сильно это отличается от того, чтобы просто притащиться в воскресенье на собрание, послушать проповедь, потом по плечу пастора похлопать, сказать, какая была хорошая проповедь сегодня. No, the word is with us, the word is alive, it Слово convicts us, с нами, оно живо, It оно strengthens обличает us, нас, it оно укрепляет motivates нас, us, оно мотивирует нас, it encourages us. ободряет нас. It's a living reality on the inside Это живущая реальность because we внутри. gave ourselves to the word. Почему? Потому что мы себя этому слову посвятили. Amen. Аминь.